Снежана Евгеньевна, да, вы обратились на телефонную горячую линию. Бесплатное питание для детей мобилизованных. Как получить карту Батыры? Положена ли льгота, если родители в разводе? Много звонков от многодетных. В зону СВО мужей отправили еще до того, как вышло распоряжение не призывать отцов троих детей. Отдельно мы связывались с каждым военкоматом. Военкоматы нам сообщили о том, что эта работа ведется, проводится. То есть все это в рабочем порядке организуется. Обещали вернуть? Обещали, да. Еще один вопрос от женщин к женщинам. Кто теперь будет платить алименты, если бывшего супруга мобилизовали? Раньше средства вычитали из зарплаты. Теперь, по словам депутатов, это будут делать через военкоматы. Этот вопрос тоже он решен, просто необходимо время, потому что когда начнут мобилизованные получать средства на карточке, это военкоматы и Министерство обороны, решат вопросы по выплате алиментов. Финансовый вопрос для жен мобилизованных сейчас самый главный. У некоторых возникли проблемы с оформлением кредитных каникул. Этот вопрос депутаты взяли на контроль. Каждая вторая из звонивших интересуется, когда придут деньги, положенные мобилизованному. После того, как они попадают от военкоматов в базу, то есть где-то в среднем в течение месяца эта работа идет. А у нас в основном обратились те, кого мужей мобилизовали неделю назад, 10 дней назад. То есть нет еще таких обращений, где регламентные сроки были бы нарушены. Казань, Аксубаевский, Черемшанский районы, Нижнекамск, Буинск, Камское устье, Кукмар. Звонки на горячую линию поступали со всей республики. Чтобы отвечать конкретно и более детально, сюда пригласили представителей Минсоцзащиты, Минобра и Минмолодежи. Как выяснилось, женам мобилизованных оказывают самую разную помощь, даже в быту. Если это сельская местность, кто-то просит наколоть дров. И мы тут, наши студенты ездят и, конечно, помогают. Есть вопросы, которые касаются, например, помощи сходить за продуктами, потому что не всегда хватает времени. У нас девушки все работают, дети в садиках, в школах. Поэтому здесь волонтерский корпус готов в этом помогать. Все вопросы и просьбы депутаты взяли на контроль и оставили свои контакты на случай, если проблема не решится. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.